Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее интересных событиях, о наиболее интересных темах, явлениях и так далее. И беседуем с людьми, которые хорошо разбираются в этих темах, разбираются в том, что происходит в обществе. И так редко очень бывает, достаточно редко. Но сегодня мы будем говорить не про Украину. И даже не про русский рейх, и даже не про Соединенные Штаты, и даже не про Литву. Будем говорить про страну, о которой мы вспоминаем не так часто. Хотя какая-то часть Харымлы была в ссылке, в депортации именно в этой стране. Например, у меня часть семьи была в ссылке в Караганде, по сути дела. Наверное, еще есть такие же люди из тех, кто нас смотрит. Вы уже поняли, что речь будет идти о Казахстане. И сегодня у меня в гостях, ну, очень крутой человек. Сейчас вы поймете, почему. Крупнейший казахский оппозиционный журналист и блогер, беженец от режима Назарбаева и его приспешников, живущий с нами в Киеве, автор крупнейшего интернет-канала, YouTube-канала. Ну, представьте себе, 800 тысяч подписчиков у казахского YouTube-канала. А зовут этого человека Айдос Садыхов. Салям алейкум. Салям алейкум, добрый вечер. Рад тебя видеть. Я И интерес возник не случайно, конечно, к Казахстану, потому что мы сейчас беседуем как бы не сиюминутно, вот, а беседуем так, что о тенденциях хочу поговорить с тобой. Все сейчас говорят, ну, у всех на слуху, понятно, Беларусь, понятно, там разные международные дела. Казахстан вроде в стороне, но русские про вас не забывают. И время от времени мы слышим у них на всяких пропагандистских шоу, что как минимум половина Казахстана, а то и 2/3 казахам никак не принадлежит. И наравне с Беларусью, может быть, чуть реже, употребляются такие же эпитеты в адрес Казахстана. Несуществующий народ, мы вам подарили страну, мы должны забрать и так далее, и так далее. Ну, это первый вопрос. И вообще много интересно про Казахстан. Это все равно это наши братья, тюркоязычный народ. И знаем мы казахов, безусловно. Вот. Но начнем с этого. Насколько ты ощущаешь, то, что ты тут находишься, это не так важно, потому что ты живешь в информационном пространстве в этом. Тебя смотрит почти каждый казах, который умеет понимать что-то написанное и звучащее. Да? Это реально очень много зрителей у тебя и читателей. Что в Казахстане? Ждут ли казахи каких-то подлянок от России? Ну, тема подлянок захвата Северного Казахстана постоянно будируется, но время от времени затихает эта тема, время от времени, когда идет брос со стороны российских политиков, таких как Жириновский, эта тема снова бурлит, поднимается. Но в целом такого серьезного опасения, страха уже такого нет, потому что все понимают, что Россия, Российская империя, она не такая могучая, как кажется. Люди видят, что после нападения на Украину, агрессии против Украины, после даже задержания, ареста Навального против России вводятся международные санкции, что Россия слабеет, что с каждым днем режим Путина слабеет, и рано или поздно придет время, когда не то, что о внешних территориях Российской империи надо будет думать, а надо будет думать о том, чтобы сохранить то, что у них осталось. То есть вот эти Ну, знаешь, все... Гитлеру даже в 40-м году его генералы некоторые честные, там были старые офицеры, офицерство такое было, они в 40-м году ему еще говорили, даже до того, как он на Польшу напал, что эту войну мы проиграем, нельзя воевать на всех фронтах и так далее. Однако Гитлера рациональные, профессиональные мнения не интересовали. У него была миссия, он был вождь, и вот с Украиной, допустим, не получилось так, как он хотел, Путин, да, значит, теперь глаз положен на Беларусь, но всегда он был туда положен, значит, и Казахстан все равно, как бы, это малонаселенные, особенно северные территории, да, ну, не малонаселенные, ну, меньше, чем там в России центральные, да. Казахов не так, ну, сколько жителей Казахстана? Сейчас 18 миллионов, из них где-то 13-14 миллионов казахов уже. Ну, Уже смотри, прилично. русскоязычное население, наверное, это они не все пятая колонна, но у вас процент русскоязычного населения, ну, примерно, он меньше, чем в Эстонии, но все равно, это все равно северная большая часть Казахстана, да, то есть... Ну, там в основном северная область, центральная в Караганде, их много достаточно, восточный Казахстан, Усть-Каменогорск, Семей и в Алмате
достаточно много русскоязычных. То есть, Ну, такой же может броситься их спасать гипотетически, вот так, если так ляжет ему что-то под хвост. Да. это, конечно, возможно. Военная агрессия всегда возможна, и такое может случиться. Но сейчас идет экономическая агрессия России. А, вот это Например, вот так, да? мы сегодня опубликовали видео на БАСе о том, что российские компании, ВТБ банк российский, вот этот конгломерат, захватил все казахстанское золото, все золотые прииски, фабрики в Казахстане, в 4 областях: Карагандинской, Жамбульской, Северо-Казахстанской и То есть это Восточно-Казахстанской области. полностью российская, подчеркиваю, государственная собственность. ВТБ Они- государственный банк. Они сделали что? Эти вот, одно предприятие называлось Алтын Алмаз, другое называлось Казах Алтын. Мгм. Одно принадлежало зятю Назарбаева Тимуру Кулебаеву, а другое олигархам, близким к Назарбаеву, Киму Огаю. И они в течение вот 2 лет, последних лет, они это выкупили у них, оформили на подставное лицо, на некую Анну Березину, которую никто фотографии даже не видел. Якобы она гражданка Нидерландов, но почему-то эта Анна Березина под эти компании берет кредит в ВТБ банке России 1 миллиард Ну, 100 понятно, миллионов что, евро. да, ну, Понимаешь? все понятно. Да. С улицы То не есть дадут. это да, то есть они таким образом проникли сюда, все золотые месторождения прииски в Казахстане в 4 областях, плюс золотоискательные фабрики, они эти захватили, выкупили, получается, у себя по своим контролям. И такое проникновение идет постоянно. То есть Байконур, само собой, урановые рудники. То есть постепенно захват, экономический захват. Ну, вот смотри, этих. они же с Крымом, там, правда, другое, там военно, ну, все равно похоже. Они захватывают бизнесы, они захватывают... то есть они не инвестируют туда, откуда их могут выгнать, грубо говоря. Они были уверены, что в Крыму можно там это строить, то строить, флот держать. В итоге Крым оккупирован, да? Если они вкладывают деньги такие в Казахстан, а почему Назарбаев же такой тиран и деспот, а почему он продает свои активы русским? Тут надо разбираться, но я думаю, может быть, какие-то уступки со стороны Назарбаева. Или он просто, в принципе, сквозь пальцы смотрит на экономическую агрессию со стороны Китая и России, потому что их считает своими, то есть патронами, считает их своими союзниками, старшими братьями. Как интересно. Да. Поэтому у него особые отношения и к Китаю, и к России. С одной стороны, у него экономическая зависимость растет от Китая, с другой стороны, военная экономическая зависимость растет от России. Интересно очень. Я зрителям хочу сказать, что то, о чем упомянул Айдос Садыков, это канал Басе. Просто забейте Басе в Ютубе, вы поймете, что это за канал просто монстр. Да? Ну, под 800 тысяч, я уже говорил. Зрители — это каждый казах, если так вот на семьи разбить казахские, эти 11 миллионов людей, да, ну плюс за границей еще сколько-то, да, то практически каждый видит, слышит и знает. Это то, о чем говорит Айдос, просто мы не казахи, поэтому так сильно не следим. Но Казахстан геополитически, вот это поле действительно битвы между Россией и Китаем сейчас, да? И кто же там побеждает и в каком смысле? Ну, Россия и Китай же, они открыто же не враждуют. Это Нет, все-таки понятно. союзники. Это хитрая всё- история, да, ну. Они в военном отношении, внешнеполитическая политика у них скорее такая союзническая. Они все выступают, и Китай, и Россия, против Типа Запада. против Америки, Против да. Америки. Поэтому здесь они открытого противостояния нет. Но они Да. проникают с разных сторон. И в целом идет, конечно, внутри борьба капитала какая-то. Китайцы купили более 40% нефти нашей месторождения. Например, сейчас россияне купили золото, Золото, да. уран и так далее. То есть такое постепенно раздербанивание Казахстана. А что у Казахстана останется в итоге, если так еще лет 5 продлится? Если лет 5, ну, сейчас уже мало что осталось. Сейчас уже мало что осталось, поэтому лет через 5, не знаю даже, что останется, потому что каждый раз, мало того, что ресурсы продают, каждый раз режим Назарбаева пытается продать и землю. В 2010 году он пытался продать землю китайцам под соевой культуре более 1 миллиона гектар. В 2016 году пытался продать земли, опять же. Опять большие протесты. Это на юге, наверное. Нет, это по всему Казахстану. Казахстану. Да, и только народные протесты, вот когда говорят казахам, что земля будет продаваться иностранцам или китайцам особенно, Ага. и народ сразу поднимается, массовый протест. Таких протестов, как в 2016 году, больше не было у нас. Ни до, ни после. Потому что там поднялись около десятка городов, многотысячные протесты сошли по всему Казахстану. Через 2 недели, уже 5 мая 2016 года, начало протестов где-то в 20 числа было, 25-27 числа апреля, Назарбаев отступил. Он сразу же подписал указ о введении моратория на продажу и аренду земли для иностранцев. Но это такая, я понимаю, в определенной мере это китаефобия такая, да? Есть. Страх перед Китаем, что действительно, но она же огромная нация, плюс рядом, я тоже обязательно тебя спрошу, рядом уйгуры, которых просто задавили китайцы. Это прям отдельно мы поговорим, да, это нашим слушателям и зрителям очень интересно.
Вот, но и они огромные, правда. Для них вот эти 11 миллионов казахов, или сколько, 11, 14. 14 миллионов, извини, пожалуйста, да. Вот это уйгуров, если мне память не изменяет, более 40. Уйгуров по разным оценкам, кто-то пишет, что меньше, что-то больше. Ну, примерно так же, примерно 15 Сколько миллионов. уйгуров в Казахстане? Где-то 200-300 тысяч уйгуров живет. А большая часть, кроме Китая, в Кыргызстане? Нет, большая часть в Казахстане, В как Казахстане раз живет, всё-таки, да, да? большая часть в Казахстане. И сейчас многие уезжают в Турцию, в Америку, в Европу уезжают. Ну, 300 тысяч – это большая диаспора для такой малонаселенной страны, как Ну и плюс Казахстан. это они же компактно живут в основном На именно юге, вот в районе границы с Китаем. юг, конечно. Албатинская область в основном. Да. Народ, конечно, очень несчастный, потому что, ну, наверное, есть два народа в мире, которые, ну, может быть, больше, я не буду обобщать, но это большой действительно народ. Это народ, который достоин своей страны. Народ, который... У меня были уйгуры знакомые, у которых книги вот эти домовые по 600 лет им. Знаешь, у них такая традиция, нет? Нет, нет. Вот у них старшему сыну отец передает книгу, и главные события в жизни семьи старший сын записывает. Ну, если он там умирает следующий, если нет сыновей, то дочь старшая, и передается. И у людей книги родовые, вот эти по 600-800, ну, люди знают, кто они такие. Это народ древний, это не какие-то там странные люди, это народ с культурой и так далее. И вот этот большой народ, который мог бы существовать в своем отдельном государстве, подпадает под Китай, который просто математически их съедает, растворяет в себе. Притом я вот последние новости смотрю, ну, даже санкции ввели против Китая в какой-то веке западные страны. Там и перевоспитание какое-то, там чуть не мужей к женам подкладывают, и мужей уносят, увозят в тюрьмы. На них опробуют какие-то методы перекодировки личности. Там, ну вот я сегодня видел заголовок. Это концлагерь для уйгуров. Что-то доходит до Казахстана? Вы слышите об этом? Вы слышите уйгуры что-то? На самом деле уйгурскую тему подняли казахи, бежавшие из Китая. Сайрагуль, Серикжан Вилаш и другие. Они жили, казахи тоже живут в Китае? Казахи, да, там же около Да? миллиона казахов живет. Да ладно, я Там не же есть знал. такая территория, называется, или Алтайский автономный округ, внутри Синьцзяна. А, внутри еще Внутри Синьцзяна есть округа еще. И там вот живут казахи. Вот, или Алтайский автономный округ. Им не также округ достается, называется. как уйгурам? Нет, достается меньше, потому что казахи более, как тебе сказать, они не такие радикальными считаются мусульманами, потому что у нас кочевая культура, и мы никогда не были радикальными мусульманами. И вот этот исламский радикализм у нас в нашей культуре не так проник, как в уйгурскую, например. Уйгуры живут более компактно, у них больше своих традиций, и они немного по-другому относятся к китайцам. Казахи все-таки понимают, что это, даже если они остались в Китае, но что у них есть своя страна. А уйгуров нет. Уйгуры своей страны нет, поэтому они понимают, что надо освобождаться. Поэтому у них там есть, понятно, сопротивление какое-то, где-то открытое, где-то скрытое. И Серикжан Белаш, Сайрагуль, Саудбай и другие люди, которые казахи бежали из Китая, они именно подняли эту тему. Сейчас вот и в Конгрессе, и в Европе этих людей слушают, встречаются с ними. И они... Конгресс США ты имеешь? Конгресс США, да. И там встречаются, и они обсуждают, рассказывают, что происходит в лагерях. Потому что Сайрагуль Саудбай, которая вот бежала, она даже была в этом одном из лагерей перевоспитания. Сейчас Где большинство уйгуров. Да. Китай, в свою очередь, когда бегут такие вот люди, активные казахи из Китая, требуют экстрадиции обратно их. Вот у нас такая волна тоже поднимается. Вот Сайрагуль требовали обратно, Серикжана требовали обратно вернуть в Китай, потому что они выходили. А люди бегут в Казахстан? Казахстан бегут. А в Казахстане власти подконтрольны китайцам все-таки. Ну, вот и влияние же есть, и взятки дают, наверное, коррумпируют. И пытаются их обратно вернуть. Не отдали никого? Слава богу, пока не отдали. И когда уже понимали, что они не устоят, кто-то им говорил, что бегите дальше на запад, мы не сможем их вас у себя оставить, бегите. Сайрагуль сбежала в Швецию дальше из Казахстана. Серикжан сейчас в Америке, например. И эту тему подняли, именно уйгурскую тему подняли казахи на самом деле. А, собственно, уйгуры, что они говорят? Слышно их в Казахстане? Они рассказывают, что с ними в Китае происходит? Не очень активный народ политически. Ну, уйгуры, в принципе, они не очень политически активны в Казахстане. Ну, я смотрю, в других республиках бывшего Советского Союза они не очень активные. Политически активные, оппозиционно настроенных уйгуров тоже, тем более выступающих против власти, критикующих таких, в том числе Китай, очень мало. Их, в принципе, системно никто не выступает из них. Но я говорю про тех, которые в Казахстане находятся. В основном это казахи, которые бежали оттуда, которые изнутри знают эту систему. И об этом рассказывают. Пишут книги, статьи, выступают. Но мы вот, знаешь, мы про уйгуров критично мало знали. Даже те, кто жили в Азии, ну, и крымлы, и вы. Но вот я знаю, что
точно, что лагман — это точно уйгурское блюдо. И их я с удивлением узнал, у меня был знакомый, у которого было кафе в Москве уйгурское, там было 40 видов лагмана. То, что мы едим один вид там, или полтора вида лагмана, у них кухня богатейшая. Это вот пересечение тюркской и китайской кухни, наверное, дало себя знать. Но это, конечно, сейчас не до этого, как бы не до супов. Но у них близкая культура с узбеками, кыргызская. Вот тюрки делят, в свою очередь, на подгруппы. Да, Кипчака, Ногайская, да, например, да. да? Кипчака, Половецкая, например, допустим, Агурская и так далее. Они карлукская группа называется. Они ближе к узбекам. Узбеки, уйгуры, у них очень много общего, и в том числе приготовление пищи, лагман, плов. Очень хороший лагман у них, конечно, много кафешек в Алмате, ресторанов уйгурских именно. А в Киеве ты не общался с уйгурами, с беженцами? В Киеве я не видел пока. За вот 7 лет пребывания здесь я пока не встречался. Просто хочется как-то, знаешь, людям помогать, хоть в чем-то, хоть говорить об этом. Наш народ страдает уйгуры, но просто мы их не видим практически, не знаем. Там у них проблема такая еще. У них есть родственники в Китае, и они открыто... Все, я понял да, тебя. Понимаешь, Да. они, даже если вот так говорят, они открыто выступать боятся. Ты знаешь, это как с чеченцами, со многими в Европе. Чеченцев очень много в Европе, беженцев из-за войны, из-за репрессий и всех этих, да, но если у кого-то есть там родственники, конечно, страшно, потому что там как бы ты никто совсем. Ну и в Китае, соответственно, также никто ничего даже не знает. Но мы вернемся к Казахстану и к казахам. Кто сейчас, что сейчас из себя представляет Нурсултан Назарбаев? Ну, я бы назвал его смотрящим над Казахстаном, криминальным языком лучше сказать, наверное, то, что принято в криминальной среде. То есть он сейчас официально должен, у него секретарь Совета Безопасности и лидер нации. Формально эти должности не дают ему серьезной власти. То есть полномочия не прописаны серьезно? Нет, но все акимы, то есть губернаторы областей назначаются Назарбаевым, все министры назначаются. Официально или неофициально? Неофициально. Все министры, премьер-министр. То есть они, он еще до своего ухода, формального ухода, он их назначил, и они до сих пор сидят. А Токаев при всем желании, он выносит какие-то выговоры, какие-то он бывает критикует, даже губернатора Акима области, но снять он полномочий таких не Я имеет. только что хотел у тебя спросить, я забыл фамилию вашего президента. У нас есть твое выступление, кстати, которое очень большой резонанс вызвало тоже. Токаев стоит перед Путиным «Мокрый станишек» называется у нас на канале. И Да, в Фейсбуке помню, вышло, в Ютубе, и в Инстаграме вышло. Да, у нас. Это было в тот момент, когда, напомни эту ситуацию. Это было, когда он сказал, что Крым мы не считаем оккупацией. Точно, да. Он начал вилять вот это все, да? А Назарбаев тоже виляет? Он тоже, это, собственно, политика Назарбаева, да? Это политика Назарбаева. Основатель этой системы. Токаев, его ученик, это тот человек, который продолжает в меру своих возможностей то, что делал Назарбаев. Именно Назарбаев ввел такую систему, когда он как бы сидит между двумя-тремя стульями. С одной стороны, он пытается быть хорошим для Запада Америки, с другой стороны, он поддерживает союзнические отношения с Китаем и Россией. И нигде он резко не выступает. Обратите внимание, Похоже на долгие годы Лукашенко, похоже на Кучму. скорее, Многовекторность. Лукашенко, мы об этом и писали, выступали, и публикацию у нас была. Лукашенко по сравнению с ним очень простой человек. Назарбаев сам хитрее, да? В чем проблема Лукашенко? Он действует очень прямолинейно. Этот хитрее. Этот не дает такой возможности. Он действует... Смотрите, вот, например, когда арестовали Навального, что сделал Путин? Делал он то же самое, что Назарбаев. Помнишь, да, были протесты, вот первые зимние, вот эти, когда задержали Навального и пошли по всей России. А потом вдруг внезапно они сами призывают, вот эти функционеры ФБК, чтобы больше митингов не будет, поднимемся весной. На самом деле это о чем говорит? Путин действует по системе, которая давно есть в Казахстане. Функционеров, то есть координаторов, видных оппозиционеров не просто запугивают или сажают. В первую очередь там идут вброс деньгами. Коррумпируют. Да. Договариваются, а потом эти люди потихоньку сливают протест. Понимаете? Я предполагаю, я не могу утверждать, потому что я там не был, но я предполагаю, судя по движениям вот, тех людей, которые тогда организовывали протесты, что в России произошло то же самое. То есть на Казахстан похоже. То есть Россия, по твоему мнению, проходит путь Казахстана при Назарбаеве. Путина такого опыта внутриполитического такой системы, такой системы, как у Назарбаева, никогда такого не было. Он первые годы, если ты помнишь, первые 7-8 лет большой поддержкой пользовался, да? Только потом
он стал реакционером, только потом стал агрессором. Путин в Европу хотел, Да, там да, всё, да, уже да, чуть не в да, НАТО да. вступать. Да. Всего это 10-12 лет, максимум 10-12 лет, можем сказать, да? А Назарбаев это с 91 года. То есть это Страшно сказать. Это... Дев- О, 30 91 лет же, да? Да, 30 лет. 30 лет. А Лукашенко простой, очень простой. Мы смотрим на эти все действия. Лукашенко, даже вот арест Протасевича, это можно было сделать по-другому совсем. Ну, А он слушай, сделал это мы грубо, же, публично. во-первых, мы не влезем, давай Да. тему не трогать, мы не влезем в голову ему. Во-вторых, мы не знаем, кто решил это, вполне возможно, Путин. И я тут в самодеятельность колхозную, конечно, верю, но не до конца. Вот. Нет, в таких случаях я думаю, что Лукашенко всегда мог сказать, что я не буду. Или, в конце концов, по-другому сделать. Мы не знаем отношений в этой паре. Как говорил один мой друг, говорит, никогда не лезь между влюбленными. Ты считаешь, Вот. что Путин по приказу Путина задержали? Я предполагать могу посадили все, что самолет, угодно. Но бросили? мне кажется, что это такая ловушка для Лукашенко в том числе. Знаешь, когда тебе протягивают подарок, от которого ты не можешь отказаться, но ввиду того, что ты не можешь. Вот ввиду того, кем ты себя поставил, да? Но не будем, давай все-таки Казахстан. По Беларуси у нас аналитиков, вот сейчас окно открой, там будут аналитику нам рассказывать. А по Казахстану нет никого. А страна огромная, а страна на самом деле интересная, и в принципе там ресурс, она же была всегда самая богатая страна Центральной Азии. И сейчас остается самая богатая, Остается, самая да? большая страна. 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров. Это вот представь, это где-то 5,5 Франции территория вмещает. Это вся Кстати, западная никогда об этом не думал. Все серьезно? Вся Да? западно-центральная Европа помещается в Казахстан, плюс северная, даже если не ошибаюсь, там, если посмотреть. То есть вся Европа зарубежно помещается. А по доходам на душу населения? По доходам сейчас реальные доходы в районе 300-400 долларов. Ну, 300 реально долларов в месяц средний доход. Это много, мало, сколько? Ну, это мало, конечно, мало. И падает уровень Но доходов. Узбекистан беднее. Остальные страны беднее, Беднее. значительно беднее. Остальные страны все. Туркменистан, там бесплатное электричество, дешевый Газ. бензин. Газ, да. Ну, в Казахстане бесплатный почти бензин. Ну, не бесплатный, но дешевый по сравнению с Украиной. Серьезно? допустим, да. Сколько же там бизнес? 50 центов стоит литр, например. Ну, как хорошо батька Назарбаев-то Да, руководит, ты посмотри. Нет, ну, а что ему делать? Нефти много очень. Что еще? Вот единственное то, что он может сделать, по крайней мере, продавать ее тоже, в принципе, через Россию надо продавать дальше. Она, может быть, себя не окупает, это все. Ты беженец политический. Кроме того, что самый популярный казахстанский блогер. Что тебя конкретно вынудило уехать? Угроза жизни? Именно жизни? Ну, история была большая. 2002 года в оппозиции, там много провокаций, я много раз привлекался, сидел, аварий было. И потом уже с 2010 по 2012 я отсидел уже конкретно, после провокации очередной вышел. И в 2014 году они начали уголовное дело против моей жены. На руках 2 маленьких детей. Ты понял, что все. Ну, надо было ее спасать и детей, потому что ее должны были уже ее сажать в этом случае. Мы решили выехать в Украину и здесь начать продолжать свою деятельность. Это до Майдана, после было? Подготовка до Майдана, нет, вернее, во время Майдана мы смогли выехать только 8 марта. Майдан кончился, вот через месяц мы где-то... Если бы вы не уехали, что? В лучшем случае небольшой срок был бы у жены, но перед этим где-то год-полтора могла быть нервотрепка, постоянный допрос. А если бы еще и тебя посадили, то детей детский дом. Ну, примерно так. Примерно так. А практикует ли Назарбаев убийство политических оппонентов? Самое известное убийство это было в декабре 2005 года, когда Заманбек Нуркадилов был убит в своем доме. Официальная версия была такая: 2 выстрела в сердце и контрольный выстрел в голову. Это было самоубийство. То есть официальная версия режима Назарбаева, следственных органов, что он совершил самоубийство. Через 2 месяца, через 3 месяца, в феврале 2006 года убили Алтынбека Сарсембаева и 2 его помощников: Бауыржан Байбасын и Василий Журов. Но имена не говорят ничто, кто это. Нет, это лидер оппозиции, лидер тогдашней оппозиции казахстанской. Мы тогда объединились в это время как раз под блоком «За справедливый Казахстан» в переводе называется, «Адлетный Казахстан Нашин». И он был идеологом главным этого блока нашего всего. Сейчас уничтожен этот блок полностью? Этот блок распался через год-полтора после убийства Сарсембаева. Его выкрали спецназ КНБ, это вот спецслужба КГБ. Они выкрали среди бела дня их 3, а потом на следующий день нашли их трупы в горах под Алматой. И все поняли.
Там убийство открыто. Выстрелил в упор, контрольными выстрелами в голову. На какое место ты бы поставил на диктатуру Назарбаева и Токаева, его аватара? Там, как КНДР, не как КНДР, как Беларусь? Как, ну, где его место вот, по жесткости, по авторитарности, по отсутствию оппозиции, по каким-то Еще другим... 3-4 года назад я бы поставил Назарбаева после Туркменбаши, наверное. То есть туркменского Ну, режима. вот туркменский режим практически северокорейский. Ну, мало чем отличается. Там есть свои отличия, но мало чем отличается. Сейчас я могу поставить его все-таки на 3-4 место после режимов Туркменистана. А нет, все-таки Узбекистан вперед ставим, Лукашенко вперед. И где-то он наравне с режимом Путина, можно сказать так. То есть он играет какие-то формальные демократические лозунги, какие-то якобы... Есть интернет, по крайней мере, относительно... Интернет свободный вообще. Ну как, могут за пост, за комментарий возбудить уголовное дело, посадить. Ну, Но то это есть как-то- предварительной цензуры нет таких Да, запретов, но потом ты можешь иметь неприятности. Да, но избирательно, опять же, они видят, смотрят комментарии, ну, вроде бы он написал 1 раз, 2 раза написал, 3 раза, успокоился, ушел. Но, с другой стороны, видит, человек не успокаивается, идет продвижение, он дальше усиливается, это радикальная линия его, и надо его Ну, что-то когда с они ним видят делать. опасность, Да, то... да. да. То есть, Ну, избирательность тема. слушай, ну ты, конечно, там на свободе 2 дней бы не прожив со своим каналом. 780 тысяч или 690 тысяч. 767 тысяч, да. Да. И в Фейсбуке 220 тысяч. Ну, так нет, ну, такая да. аудитория громадная. То есть, в принципе, по большому счету, я правильно скажу, что вот этот канал можно, в принципе, и считать оппозицией. Сейчас многое в сети, как бы люди в сети много чего узнают. Вот реальности он оппозицию там заасфальтировал, как я понимаю, да, физически. Делается в том отличие, вот надо понимать особенность Казахстана, в чем отличие режима Назарбаева. Он делает небольшие прокладки, такие оппозиционные группы создает формально, которые заявляют, что они оппозиционные, но они под контролем находятся. Слушай, ну это в России есть партия «Яблоко», которая существует уже с незапамятного, с ледникового периода, и как бы вот этот мамонт, этот ЛДПР, Явлинский, да, допустим. ЛДПР, да, о чем не оппозиция. А Зюганов какой оппозиционер, там, коммунистическая партия, да. Справедливая Россия, там уже забыл, как эти все называются. То есть это то же самое. Да. В интернете что началось, вот хочу сказать. До сентября прошлого года интернет, можно сказать, оппозиция завоевывала интернет, громадными шагами продвигался. Но началось, режим что делает? Они создают большую структуру, куда вливают, Салем Social Media называется, куда вливают, создаются отдельные каналы, в том числе псевдооппозиционные. Они, например, кликбейт, громкий Назарбаев там умер, допустим, или Назарбаева убили, допустим, что-то такое. Но по содержанию ничего нет. Но таким образом они отвлекают аудиторию. То есть Как же это дробят. похоже на российскую ситуацию? Там есть такие блогеры, типа какого-нибудь Соловья, которого смотрят там везде, который в разные года говорит совершенно разные вещи, но при этом его считают оппозиционером. Ну, и всякие вот эти фейковые. То есть, а в итоге, вдруг, знаешь, как это у Бродского, я проснулся, вот тебе на подушке ордена. Значит, не так давно штаб Навального говорит, мы больше не будем проводить протестов в России. Спасибо, все свободны. И буквально тоже несколько там дней назад, или там, когда объявила о закрытии открытой России вот это Ходорковского. То есть, ребят, ну, мы тут вот поиграли в оппозицию, походили с ёршиками, с шариками, да. Ну, а теперь, извините, мы как бы ничего вам не можем гарантировать. Кто уже сел, тот сел, а мы расходимся. Кто за границу, кто куда, да. Вот такая имитационная история, которая заканчивается просто ровненькой, такой зачищенной, отшлифованной политической поляной. То же самое и у вас, да, в принципе. Там, Массовых митингов нет вот такого ничего? Митинги проходят. Сейчас что делать? На самом деле за 2, 3, 4 года последних есть продвижение. Они перестали реагировать на мелкие митинги уже. Не сильно радикальные. Потому что поняли, что это бесконечно идут. Слушай, ну это выходит. против мусорной свалки, там, против там, Нет, китайцев. в том числе там, с критикой еще власти выходят люди, например, да, но они понимают, что это все-таки не системная оппозиция. Эти люди вот один раз прокричат, разойдутся, да. То есть они смотрят, все отслеживают. Оценивают риски. Вот пришли, например, на площадь 300 человек. Что делать? Они все засняли. Бывает так, что не задерживают никого. Но потом с каждым из них собеседование. Тебе что нужно? Работа? Какая работа тебе нужна? Сколько ты хочешь зарабатывать? Давай тебя устроим. И так по отдельности. В течение 2-3 месяцев, вот 300 человек вышло, самые яркие активисты, которые там были, которые били себе в грудь, многие из них, не все, конечно, многие из них где-то устроились на работу, кто-то получил бизнес, кто-то получил деньги. И вдруг
выходишь на связь с ними, они говорят, я не могу, я сейчас работаю и так далее. То есть вот эта система, на самом деле, когда денег Ты много, знаешь, я тебе хочу подкуп сказать, работает да, гораздо лучше, чем вот, репрессии. вот. И так просто этого многие не видят или не хотят видеть. Все-таки в поле зрения большинства находится Россия, и многие верят вот в таких оппозиционеров, таких оппозиционеров, таких оппозиционеров. Но я не верю в оппозиционеров, которые, значит, так посреди всего этого встают и говорят, ну я пошел домой, извините, да. Что-то тут не так. И, ну, некоторые просто перешли работать на Russia Today, да, и просто стали пропагандистами, такие выступалы на митингах. Но я уж не говорю про тех, кто свято верит там, в Ксению Собчак, уже не знаю, есть такие, нет. Но в принципе, значит, вашего диктатора Назарбаева можно назвать таким, ну, одним из умных диктаторов. Он злодей такой, очень прожженный, очень такой хитрый. Если бы это были, конечно, жесткие репрессии, только репрессии бы, он бы не устоял, возможно. То есть он вот именно держит под контролем Да, этот пар, да? да, он держит, он понимает, что надо лучше сделать так. С кем можно договориться, лучше договориться. Мгм. А с кем уже невозможно Ну так договориться. как тебя выгнать? Да, или там, посадить или убить, допустим. Да? Например, я тебе случай расскажу. Буквально недели 3-4 назад у нас вышел один человек с Украины, приехал сюда. У нас даже, я его записал, 3 дня пытался встретиться со мной. Я говорю, давай сперва поговорим по этой связи. Знаешь, что он предлагает? Он говорит, 50 выпусков бассейна надо, я тебе скажу, надо снять. Удалить Просим с канала. удалить с канала. За каждый платит наш человек, будет платить, который меня прислал сюда, от 20 до 50 тысяч долларов. Так, не, у меня Вот только представь, калькулятор под сколько это, рукой, я да, зарплату да, не получал 50, давно. Ну-ка, давай-ка мы да, сейчас вот умножим. 50 роликов надо снять, 50. вот умножить. Ну, минимум 25, считай это. Миллион с чем-то, да, получается? 1 250 000 Да, долларов. да, вот представь, это вот сюда приезжает человек, Уполномоченные да, на такие говорит, торги. я хочу встретиться, вот мне нужно только 50, против вас То ничего есть не ни имею. канал не удаляй, Нет, продолжай абсолютно. свою деятельность, Да, да? да, Просто да. старые ролики, убери такие, такие, Да, такие. 50. Я попросил, какие ролики, он назвал пару роликов, остальные, я список уже не стал разговаривать, ну, смысла нет. А ты потому понял что... принцип, по которому они просили удалить? Нет, они что делают? Я предполагаю, что 50 роликов, конечно, они пытаются, они не хотят конечного заказчика показывать, и, скорее всего, в этом списке из 50 роликов не все необходимы этому заказчику, понимаешь? Чтобы они хотят, чтобы запуталось, чтобы не поняли, кто заказал, кто прислал. Понимаешь? Это КНБшники? Скорее всего, это какая-то группа олигархов. А может быть, тебя просто убить хотели? Нет. Вытянув на переговоры какие-нибудь? Вполне возможно, вполне возможно. Ну, я не могу, я пока говорю то, что вот я его записал, пару этих самых лицо записал, как он выглядит. Ну, на всякий случай, да, чтобы так. было. Потому что это же могут, мы же помним историю, которая в то покушение не получилось убить, потом убили Амину Акуева. Там под видом журналиста человек хотел у них интервью взять, внедрялся в доверие. Но я думаю, что тебе это пояснять не нужно. Я думаю, что ты никому вот так не доверяешь. Нет, абсолютно. А были попытки тебя выкрасть из Украины? Выкрасть не было, слежка была. Были, вот помнишь, нападение в дом, в котором видео мы записали, 2 мордоворота пришли за Тебе прямо на площадку? домой. Мы его записали на видео, выложили. Кстати, органы так и не нашли их. А внешность какая, казахстанская Нет, была? Или? помнишь, ты прислал Да, даже журналист. У нас на канале опубликован полностью речь, даже как я их записал. Я вышел из квартиры, прямо записал, когда люди собрались уже, я записал их. Внешность европейская. 2 здоровых парня. Ну, наняли. Да, Или, здоровых парня. или силовиков наняли Да. там. Якобы они полицейские пришли, хотели это самое, забрать меня сперва, разговор. Но я не верю, что за тобой, ну, может быть, не каждый день, но они наблюдают за тобой точно. За работой твоей точно наблюдают. Ну, потому что это канал русскоязычный, я правильно понимаю, весь? Практически. Ты как профессионал знаешь, чтобы создать ролик, нужен закадровый, нужен сценарий и нужен профессиональный дикторский голос. Ты смеешься? Какой у меня дикторский голос? Откуда у меня сценарий? Нет, я говорю про тех, кто, Да. ты же разбираешься, как ставится видеоконтент. Дикторский голос у нас только русскоязычный, моей жены, понимаешь? То есть нужен нормальный голос, профессиональный, который будет нормально озвучивать. К сожалению, казахскоязычного голоса у нас нету. Ну и еще один нюанс. Все-таки, наверное, не все казахи так досконально владеют своим языком. Типа в разных странах мира живут тоже, да, рассеянно. Но есть плюс, потому что русскоязычный контент смотрят везде. Да, да. Америка, Его Европа. У нас репостят есть, лучше, ну понятно, да. И понимаешь, потом есть большой уж плюс. точно в каждый казах так уж получилось, знает русский язык. да. А, кстати, как реагирует русскоязычный? Вот что такое русскоязычное население Казахстана? И много ли у вас ваты, ну, по аналогии с украинской, например, среди как русскоязычных, так и казахоязычных? Вата
Конечно, есть, но она сейчас уже, можно сказать, подполье. Выступать в поддержку Путина или говорить, что я с флагом России ходить, допустим, это в Казахстане просто тебя порвут где-то обязательно. Подожди, то есть и бессмертный полк, я не могу даже вот с этим, с портретом Микояна выйти там Бессмертный полк с последний раз деда за победу? года два назад, наверное, небольшой, и то под большой охраной, потому что надо было провести, Москва, видимо, приказала показать. Года два назад, если не ошибаюсь, это было еще при Назарбаеве. С тех пор бессмертного полка у нас не было. Вот, например, бывает так, что кто-то с флагом России вышел там или выступил в поддержку Путина, допустим, все, кто-то находит обязательно, или бывает так, вот в интернете сказал что-то про казахов, его находят обязательно, прессуют, бывает так, какие-то, назовем их такими хулиганами, патриотами, скажем так. И они на следующий день или через день-два выступают в эфире. Это КНБ, наверное, тоже. КМБ, возможно, тоже, да, такой есть. Есть регионы, где сильны сепаратистские настроения? Или все это загнано опять вот на кухне какие-то? Открыто выступать с такими заявлениями сепаратистскими, этого нет, потому что это сразу Сразу пресекается. сядешь. Или, если не сядешь, то пресекается какими-то людьми активными. То есть это все равно загасит тебя. Поэтому таких открытых сепаратистских выступлений нет. Но какие-то казаческие организации, которые можно считать, в принципе, как... Но мы же их видели в Крыму, как туда этих казаков. Да. Они есть, например, в Уральске, в западном казахстанском городе, в северном Казахстане есть небольшие группы казаческие, в Алмате есть. Но это все-таки очень маленькие группы. Очень маленькие. Какие южные казахи, какие казаки, какие-то горные казаки. Откуда В как Алмате, забрались в Алмату? Там же называется как Заилийское казачество называлось, или как-то по-другому называлось. В свое время казаки же были там уральские и так Нет, далее. тамбовские были, санкт-петербургские и тюменские казаки. Я все думаю, пингвина спросить надо, нет ли там у них где-нибудь во льдах каких-нибудь лохматых алкоголиков, которые называют себя русскими казаками. Да, ситуация очень интересная, очень гибридный режим. Очень гибридно. Да. То есть и про путинское... Вот Беларусь такая же, да? Почему там многие, даже глядя на... протестуя против своего вот этого диктатора, смотрят на Москву все равно. Там все равно Путин приди, помоги, уж лучше Путин порядок наведет, все равно русские братья и так далее. Вот насколько казахам русские братья? Вот насколько пропаганда сильна телевизионная? Вот смотри, вот все-таки надо, я вот скажу так, надо разделять русских как народ, да? Как нацию, разделять все-таки от путинистов, расистов. Я про Россию вообще не спрашивал, я тебя про Казахстан спросил. Нет, я говорю, я тоже говорю про национальность как русский, который живет в Казахстане. Они все-таки эти русские, которые живут в Казахстане. В Казахстане. Да, они разные тоже. Они немного разные. Вот можно посмотреть передачи, в интервью Дудя, там русские казахи. Дудь это пропагандист кремлевский. Не будем сейчас оценку давать, я не буду. Но он все равно что-то пытается сделать. Пусть какую-то... Хорошо, бог с ним. Ну и что там? Да. Они все-таки с другой ментальностью. Они не поддерживают Россию, Путина. Вообще, ты знаешь, я заметил, кстати, еще по Узбекистану, я же, там до 17 лет я туда ездил, и каждый год там жил у бабушки с дедушкой. А все-таки славяне, живущие среди азиатов, они, если потом перебираются обратно в Россию, вот они там чужие, потому что они мягче, они толерантнее, они никогда не скажут чурка, там, узкоглазый. У них нет вот этой конфликтности, которая присуща многим русским таким, знаешь, они какие-то другие. Вот и в Узбекистане даже русские другие были. И я понимаю, о чем ты говоришь. Да, В Узбекистане даже все они на узбекском говорят, насколько понимаю. Не знаю, там насчет их всегда мало было же, в принципе. Да, наверное, но у вас всегда много было. У нас при Союзе самое коренное население 33% всего было по переписи 79 года. Сейчас наоборот. Сейчас около 70. То есть в Казахстане 33%, в Узбекистане около 60 тогда было. Да. В Украине 70 или 80% украинцев тогда было. Понимаешь? То есть самая республика, где меньше всего было коренного населения. Наименьший процент. То есть Целина, переселения, эти столыпинские были, это все сыграло свою роль. То есть много было русские были первые по численности нации в Казахстане. Потом казахи только шли при Советском Союзе. 42% было русских где-то, если не ошибаюсь, и 33% Там даже первый секретарь ЦК партии был русский. Где? Колбин. Колбин был, да, после ухода Кунаева, да, после отставки Кунаева, Колбин, из-за которого декабрьское событие, в принципе, поводом послужило для выступления. И все-таки ты не ответил до конца на вопрос, общими словами отделался. Скажи, сколько ватт у вас вот такой пророссийский? Я тут оценку, судя по интернету, не очень много. То есть активно ватных деятелей, которые поддерживают, мы выступаем... Типа как ОПЗЖ у нас, давай так. А вот как ОПЗЖ в Украине? Таких я не вижу.
Это не модно или страшно? Это или... и не модно, и страшно, возможно. Я не могу сказать, с их стороны, что они почему-то не выступают. Даже те активные русские по своей национальности блогеры, большой аудитории, они все-таки говорят, что они все-таки казахи, что они казахстанцы, и они не поддерживают путинский режим. Очень интересно. Это, кстати говоря, при всех минусах там, в вашей политической системе казахстанской все-таки это достижение, что если люди не казахи, да, говорят, что они все-таки казахстанцы и вот так от России открещиваются. Ну, я думаю, что русские поработали над этим имиджем, что русские отказывались даже вот от этого. Тут я думаю, что еще ментальность все-таки надо учитывать, что мы немного другие, мы немного грубее, не такие толерантные, как, допустим, украинцы, понимаешь? То есть, если ты говоришь что-то, например, за Путина, тебе в лоб прямо скажут, не будут там культурно тебе говорить, объяснять, это неправильно, понимаешь, тебе в лоб скажут, ты там такой-сякой, со всеми вытекающими словами. Мы с тобой там, допустим, то-то, то-то. То есть открытая вот такая агрессивная, такая среда, которая где там таких переходных слов, смягчающих какие-то вещи, такого у нас, в принципе, нет такого, понимаешь? То есть бьют в лоб, говорят в лоб. Нет, то есть, если ты живешь, нормально уважая казахов, Казахстан, то живи. То есть, а если ты ведешься как в Таллине, например, ведут, и эстонцы их терпят же тоже, и латыши их терпят, и в Украине сколько тоже, ваты достаточно. У вас это как-то не проканывает, да? Пока, слава богу, да. Можно сказать, что вот последние, это 2014-2015 года, можно сказать, эта тенденция все меньше, все уменьшалась. Это связано с Украиной? Конечно, связано. Это Украина сыграла свою роль, оккупация Крыма, Донбасса, это сыграла свою роль. Все патриотические какие-то силы, пусть даже которые друг с другом боролись, они все едины в одном. Все абсолютно патриотические, все оппозиционные, псевдооппозиционные силы едины в одном. От России, от Российской империи надо отходить. Путин – это агрессор, Путин – это враг. То есть это единый... Вот можно даже сказать, что даже те так называемые правящие партии, все вот эти 5 сателлитов, формальные партии, которые есть... у нас, забавно, всего 6 партий в Казахстане. Они все открыто не говорят, что Россия наш друг. Но и враг не говорит. Да, но они не смеют говорить, это, конечно, по понятным причинам, но они открыто так и не говорят. Путин наш... друг, там, допустим, или Кремль, надо идти к России. Смотри, казахи находятся в интересном географическом положении. Ни одного моря кругом, Аральского его нет уже, да это и не море, по сути дела. Вы в окружении разных стран. Есть китайцы, тюрки, славяне. Мне всегда интересно было, как вы себя ощущаете? Вот вы живете в центре планеты, или вы себя ощущаете в окраинных степях, или к какой культуре вы себя больше привязываете, или вы себя как бы чувствуете отдельным народом? Потому что, знаешь, вот интересные вещи, я некоторых не знаю. Например, вот сейчас в Азербайджане такой лозунг господствует, и он популярен среди многих точно, потому что я даже переспрашивал у нескольких людей, что... Кидевлет, Бирмелет, да? То есть 2 страны, 1 народ, да? А вот вы как вы себя идентифицируете? По культуре, вот мы по языку все тюрки, да? Вот, это я имею в виду, что они с турками так говорят про себя. Да, мы тюрки. Тюрки, в принципе, как тюркское сообщество такое, да? Но по своей культуре, по образу жизни мы ближе к монголам же. Понимаешь? Вот так вот, если да? так подумать, по то есть образу вы жизни... кочевники, степняки, например, первая нация... После монголов, которые Монголия, самая большая диаспора, национальное меньшинство, это казахи. Там целый Баян-Ульгийский автономный... Это всегда был Баян-Ульгийский автономный район, Аймак. Полностью 90% это вот казахи. тот угол, который ближе к Казахстану? Это угол, это Алтай, вокруг Алтайских гор. Вот это. То есть там или Алтайский Китай, и западная часть Монголии. Это 90% примерно казахов там живут. Я не знаю. То есть вторая нация после монголов в Монголии это казахи. Мы всегда соседствовали, мы всегда и враждовали, и смешивались. У нас многие ханы между собой жили. То есть это такая культура. И в целом мы ощущаем себя. Есть много людей, которые говорят, надо идти к Турции, Эрдоган. Надо быть ближе к Турции, создавать общий тюркский мир, Тюркский союз, там, допустим, какой-то чуть ли не государство. Кто-то говорит с монголами. Нет, монголами есть такое. Но все понимают, надо сохранять свою национальную идентичность, никому не присоединять, сохранять свою культуру и двигаться своим путем. Все-таки это нормальный путь. И двигаться... У нас большая территория, несколько сот тысяч квадратных километров находится на территории Европы.
считается Европой. То Кстати, есть, да. да, Уральские горы же формально считаются границей. Да, там есть территория, мы же в УЕФА входим. То есть по футболу Казахстан является... Но только в Евровидении не поете. В Да. Евровидение не поем, да. Но в УЕФА входим, да. Это, кстати, покойный зять Назарбаева организовал. в свое Пробил время. это членство. Да, Рахат Алиев убитый, да. А раньше вы же были в Азии. Нет, до Да, него, в до футболе. 2006, если не ошибаюсь, 2007 года мы были в Азии, да. А Узбекистан так и остался в Азии. Узбекистан, ну там территория, даже формального основания для этого. Да-да-да. Как интересно. Ну, то есть, все-таки, какой бы ни был режим там, сейчас или там, через год, через два, через три, оснований для потери независимости ты не видишь. То есть, если вдруг Россия попытается прыгнуть, там, увеличить свою империю, то, в принципе, есть кому защищать страну. Есть большая, сейчас, вот, в середине 2000-х годов, сейчас есть большая масса людей, достаточно большая масса людей, которые исповедуют ислам. В принципе, я вот предполагаю, мы такое в свое время моделировали, если, не дай бог, такое случится, там начнется в том числе большая война, включая, как это было в свое время в Чечне, со смертниками, со взрывами. То есть, серьезно? Ну, есть много людей, которые исповедуют... Просто ты с самого начала сказал немножко другое, что у вас все-таки степной ислам такой. Нет, я тебе говорю, что есть масса людей, которые вот именно в середине 2000-х, я тебе говорю, которое началось вот это движение. Это, наверное, прилегающие к Узбекистану. Нет, это не все-таки обязательно? нет компактного проживания, их преследуют, их считают радикальными исламистами, их сажают в тюрьмы. Эта группа их считает ваххабитами, салафитами, но их достаточно много. Они в тюрьмах, можно сказать, сейчас пользуются наибольшим влиянием. В тюрьмах в зонах Казахстана. Они в свое время победили криминалитет, который прессовал в свое время. Сейчас они находятся... Но при этом они же не делают никаких взрывов, там ничего нет. Почему в октябре? В октябре, где вот моего города, в октябре были взрывы, военные действия с убийством полицейских. 11-й год, можно в интернете найти, какой там, 16 или 17-й год, 16-й год еще. То есть боевые действия, так, открытые боевые, так, со спецназом. Официальные... какая у вас столица? Как называется теперь? Называется Нур-Султан, да. Извини, пожалуйста, не успеваю. Да, Потому что я помню, я настолько старый, что я помню еще Астана, я даже помню Акмала. Акмала была, да, в начале. А до этого было, как он назывался? Целиноград. Целиноград, Ахмала, Белая могила, да, правильно? Акмол там, да. Да. Астана как переводится? Астана столица, так и переводится. Столица, точно, просто, да, столица. Да. И, наконец, вот... Нур-Султан, да. А насколько высокий памятник Назарбаеву там стоит или нет пока? Только место выбирают. Памятники есть. И в Астане, и в Шымкенте есть, в других городах какие-то небольшие улицы, парки называются его именем. Аэропорт центральный Астаны называется Нур-Султан. А у него образ такого дедушки, да, дедушки нации, да? Дедушки нации, он бы хотел такой образ. На самом деле это можно посмотреть по комментариям в соцсетях, везде. Его открыто ненавидят. Как его называют? Вот этого, там многие другие Шал, вспоминают. старик, шал. Шалкет, основной лозунг, например, как его? В Беларуси какой лозунг? Живая Беларусь, да? Да. Да. У нас шалкет. Старик, уходи. То есть этот лозунг уже, в принципе, давно, можно сказать. Шалкет. Шал – это он, старик. Шал. Ну, слушай, лозунг такой, знаешь, как Путин вор примерно. Вроде как, уйдет он сейчас. Ну, вот он формально ушел. Да даже если бы, вот, скажем, он умрет, да? Ну, и что? Вот молодой вам, пожалуйста. Система останется, да, систему надо менять. Но это мало кто понимает. Надо понимать, что надо менять в целом систему полностью. Политическую систему менять надо. Всю эту верхушку убирать полностью. Люстрировать. Люстрировать всех, в принципе. Почему в Украине надо было, может быть... Скажи, а есть твои сторонники, скрытые, я понимаю, во власти, в силовых структурах, которые глядят чуть дальше, там, чем на год, на два, на три вперед, которые что-то думают, просто любят свою страну, наконец? Вот на словах-то они могут все что угодно говорить, но я могу сказать, вот на канале можно найти обращение людей, бывшего замминистра, бывшего акима, там, допустим, бывших полицейских комитетчиков у нас, которые обращались к нам за помощью. То есть у них не было выхода, как бы, озвучить свою позицию, что их там... Ну, бывшие, ты знаешь, они все другие. Нет, они находились в то время еще там, сейчас они бывшие, допустим, они еще на одним шагом были там, на полпути к увольнению. И они выходили на нас, просили помощи, допустим. Такие люди, на словах они говорят, да, мы против, но мы не можем выступать. Ну, как всегда обычно бывает. Мы вас поддерживаем, но мы боимся. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Но боимся, да. Да. Смотри. Режим назарбаевский, насколько я понимаю, даже по твоей жизни, твоей семье, он, в принципе, не против, если бы люди уезжали из Казахстана. Ну, такие, кто что-то себя представляет,
и что-то там голову поднимает, и что-то говорит там про свободу какую-то. Да уезжайте, да? Мы со своими простыми людьми справимся. Вот насколько казахстанское общество нынешнее, и, кстати, ну, может быть, масштабы разные, но, например, в Иране произошло страшное, на самом деле, даже не политически. Вот после революции 1979 года там начался вот в связи с этой, ну, такой сильной исламизацией на фоне того, что был светский Иран, совсем светский, это был там Тегеран, там его назвали там Парижем там, и так далее, да, и азиатским. И вдруг раз вот это все завернулось, и оттуда миллионы реально образованных просто людей начали уезжать. Это достигло пика, много волн было, потом 2009 год, там была зеленая революция, вот это, есть такой фильм даже Green Wave про эту революцию, Твиттер-революция, такая так называемая. Но эта Твиттер-революция была расстреляна из настоящих автоматов, после чего последняя волна эмиграции оттуда. Сейчас вся Европа забита. Это же образованнейшая нация. Ну, персы, фарси, ислам, возрождение, там, ну, все оттуда, всю европейскую культуру Европа получила обратно через халифат, через переводы фарси, всю эту философию и так далее. Это же все было, так сказать, это все неразрывно. Там пророк Мухаммад, халифат и так далее, и так далее. И вдруг эта страна интеллектуально лишается всего. Там остаются в основном простые люди. Да, они там хорошие в личном плане, могут быть как угодно, но они не способны на такое серьезное сопротивление. Похоже это на Казахстан или нет? Смотри, вот когда вот говорим о протестах, да, надо понимать, вот я всегда говорю, вот, что в Украине не было, что было, то есть чего нет в Казахстане и в той же Беларуси. Да, да, вот так будет проще Вот давай сравнить. так, Да. Украина, начинается Майдан. Власть что дает? Власть дает возможность людям собираться, ставить палатки. То есть базу организовать. Ну, как выдает возможность? Сначала разгоняет, потом приходит миллион людей, потом опять разгоняет. Да. Это было, это они дали, пойми, вот если в чем слабость Януковича, режим был достаточно слаб. Он не укрепился, он все-таки 2 года там или сколько, 4 года сидел, да, до этого, получается. Он не стал полноценным диктатором, у которого вся полнота власти в руках, военная, полицейская, вся экономика, то есть все олигархи под ним. Таким еще единоличным диктатором он не стал. Власть все-таки для того, чтобы нормально поднять большую массу людей, власть должна немного быть слабой. Для чего? Для того, чтобы люди могли организоваться, создать базы, скоординироваться. Режим Назарбаева, как и режим Путина, не дает людям скоординироваться. То есть даже мы поднимаем, оппозицию, скажем, подняли людей один раз, допустим, да, собрались. Но сразу же со средним звеном, с активной частью, кто с лидером, начинается обработка их. Остальную массу не трогают. Они выбирают, как вот эта технология выбора активных людей, Да, они да. распределяют их по группам опасности, кого-то подкупают, на кого-то шантаж, кому-то дают возможность, там какие-то преференции, кому-то должности, да? Так это работает? Примерно Кому-то так. Но репрессии. когда есть необходимость, на декабрь 2011 года расстрел в Жанаузене. Более 50 человек было убито только. Ну, вообще страшное дело. Да, если бы это был бы Казахстан, вот это создание базы, возможность, Майдан, это вот палатки, это база оппозиции, вокруг которой потом все поднялись, собрались, понимаешь? Эту базу бы не дали бы никогда создать. Ни Путин, ни Назарбаев такого не дадут. То есть это будет сразу расстрел? Да, сразу, может быть, не расстрел, но это будет жестко все, жестко давиться, затем жестко давиться будут следующие координаторы, лидеры и так далее. Для того, чтобы протест нормально развивался, нужны вот эти все координаторы, нужна база. Режим должен расшататься немного. Хорошо, тогда у нас остается 4 минуты. Расскажи, пожалуйста, вот мы про разные страны строим разные сценарии. В том, что Россия разлетится, у меня сомнений нет. Ну, там такая внутренняя ненависть. Может, тут это немногие знают, но я там пожил, я знаю, как там люди ненавидят друг друга. Даже русские русских. Я не говорю, что там про национальное меньшинство и так далее. Каков сценарий тебе кажется наиболее вероятным для возможной смены власти в Казахстане? Ну, идеальный вариант подполье, незаметная подготовка большого протеста. Вооруженного или нет? Вооруженном протесте, если я тебе сейчас скажу, я экстремистом не объявят. А ты кто сейчас? Официально я не артист балета, экстремист. что ли, казахстанский? Все-таки, понимаешь, громкие высказывания, это хорошо звучит, понимаешь, но надо понимать, что за этим потом дальнейшие действия, что ты Ну будешь да, за делать. словами нужно отвечать, короче. Не, отвечать, Чем во-первых, перед надо. сторонниками тоже. Да. Да. Меня объявят экстремистом, а этих сторонников пособниками Скажет экстремистов. болтун, а скажет или болтун, скажет. Да, болтун это самое худшее, потому что так и будет, потому что как можно сейчас говорить? Хорошо, все это 2 минуты осталось реально, рассказывать. Да. 50 тысяч в Астане, по 10 тысяч в каждом областном центре, то есть вот что нужно.
и не дать возможности подавить этот процесс. Вот то, что нужно сделать. А для этого что нужно? Режим, чтобы немного, опять же, надо его шатать постоянно, каждый день, с разных Вот сторон. чем ты занимаешься? Да, шатать его, расслаивать, Деморализовывать, там, да. деморализовывать, чтобы враждебные группировки между собой воевали, дрались. И наверху в том числе, да. Наверху, в первую очередь, среднее звено, чтобы Аким даже районный или областной, под него тоже копали. То есть постоянно вот это надо создавать, постоянную смуту такую. Режим должен расшататься для того, чтобы это случилось. И, конечно, Назарбаев как физлицо должен перестать быть. Да? Физлицо, даже если он останется, но режим будет слаб, и народ соберется, не имеет будет значения никакого. Потому что полиция, КНБ, те же самые люди, для них же без разницы, что он есть, что его нет. У него есть непосредственно начальник, там, лейтенант, капитан, генерал, над ним, который... Насколько казахи способны стрелять друг в друга? Но я имею в виду, вот отдаст он приказ, вот выходит 50 тысяч в Астане, В Астане, так мы говорим Астана, продолжаем говорить Астана, но Султан это для я ватников, так понял. Ну сказать. да, я понял. Но казахских вот ватников. начинается, отдадут приказ, будут стрелять по десяткам тысяч людей? У Назарбаева, как в свое время у Бакиева есть, у Путина есть спецназ специальный, который полностью как собаки... Как черная сотня да, Януковича, то есть которая как стреляла. собаки Да. преданные, то есть готовые на все ради него, готовы выполнить любой приказ. Эти люди, конечно, возможно, могут стрелять. Но тут надо еще понимать, что 50 тысяч это стоящая на площади, это значит еще 500 тысяч, которые поддерживают его с разных сторон в соцсетях. Я понимаешь? Понимаю, да. То есть такое большое давление на эти семьи, этих людей. Большое давление. Они, когда 50 тысяч будут стоять, допустим, минимум 50 тысяч, они понимать будут, что да, хорошо, мы расстреляем 1000, 10 тысяч расстреляем, что-то случится. Но завтра мы останемся здесь, семьи наши. Эти сбегут, улетят. По просьбе И уже политубежища. среди силовиков остальных начнется... Да, а их начнут завтра же мстить им за это. И семьям, и этим людям. Казахи, как мы убедились, народ суровый, даже ватников у себя извели. Ватников, я еще раз скажу, это благодаря в том числе Украине. Повод захват Крыма, оккупация Крыма, Донбасса, это стало поводом для многих стран, чтобы открыть глаза на режим Путина. Даже вот многих объединило в Казахстане, даже людей там с разными нюансами. Да. Спасибо тебе, Айдос, что пришел. Вот видите, как у нас порой так получается, что странные такие перипетии, что в Казахстане ватников практически явных нет. Да, у нас в Украине тут, ну, прошу прощения, да. Ну, где-то, наверное, не доработали мы еще пока. Вот, но я благодарю, что смотрите АТР, что помогаете нам донатами, в том числе подписывайтесь на постоянную подписку в любом размере на Patreon. Это дело абсолютно благородное. Спасибо, что рассказываете про наш канал, делитесь нашими видео. Мы работаем для вас. Мы никогда не предадим ни Крым, ни крымский народ, ни Украину. Всего доброго, смотрите АТР и дальше. До новых встреч.